Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Спасибо, что вы с нами. Хочу сегодня рассказывать немножко о том, чем отличается на самом деле чтение книг от посещения тренинга. Много людей задают нам такие вопросы, обычно так, что можно ли или достаточно ли просто прочитать книгу и узнавать все то, что там вы написали и так далее. То есть просто прочитая книгу, уже все понимать и так далее. Много мне задают вопросы, и, возможно, у вас в голове появляется еще по поводу других тренеров, других спикеров и так далее, что, прочитая книгу, например, можешь ли получать то, что знание этого человека и так далее. А я хочу вам сказать вот разницу между этим и тем, и тем. Разница между тем, когда вы читаете книги или когда вы посещаете тренингах и так далее. Это я говорю не только о своих тренингах, и в целом я рассказываю, в целом. Конфуций сказал вот что. Однажды я прочитал Конфуцию, есть высказывание Конфуция о том, что 1 час общения с мудрецами, 1 час общения с мудрецами занимает целый год чтения книг. Я когда впервые это прочитал, я сильно задумался. Это не моя фраза, это Конфуций говорил. А вы знаете, кто такой Конфуций, и вы знаете его, скажем, его труды и его достижения в области человечества, да? Вы все это знаете и так далее. 1 час, и внимание обратите, и мысль какой, 1 час общения с мудрецами, это занимает целый год чтения книг. Когда я это видел, когда я когда это прочитал, я сидел, очень серьезно задумался. Очень серьезно. Почему? Потому что, если это мудрец, итоге пришел к такому выводу, это о чем-то, это что-то говорит. Для меня слова мудрецов, которые жили тысячелетия, это, скажем, такие как Конфуций и так далее, очень много значит. Я тогда размышлял об этом и начал посещать консультации и тренинги. До этого я прочитал книги Бодо Шефера, книги Кийосаки, книги там, скажем, Стивен Кови и так далее, и так далее. А после этого я начал пойти платить нормальные большие суммы денег и начал пройти консультации и так далее. Я тогда понял, что за 1 час консультации или 2 часа консультации, которые я спрашиваю, я узнаю именно то, что мне нужно. Это то, что мне необходимо. Это то, что изменит мою жизнь навсегда. Одну иногда фразу, или одно предложение, или одну мысль, которую эти люди передают тебе, она на самом деле кардинально влияет на качество твоей жизни. И влияет это навсегда. Самое интересное, это влияет навсегда. Это не одноразовая работа. Это влияет навсегда, на всю жизнь. Например, я консультировался с Ричардом Брэнсоном. Это никогда не забуду. Мне когда счет поставили на 5 минут, $50 000, я просто был в шоке. Сначала, когда это услышал, я помню, что моя администрация, моя помощница сказала: послушайте, наставник, вы думаете, это стоит? За 5 минут что вы успеете и так далее. Она говорит: действительно, вы считаете, что это стоит пойти на такую консультацию? Я сказал: думаю, что стоит. А вот она меня спрашивает: а это поможет? Я говорю: ты знаешь, вопрос о том, что поможет или нет, это точно поможет. А вот вопрос в том, что могу ли я практиковать то, что он скажет. Вот это вопрос остается открытым. Почему? Потому что у него мышление миллиардера. Он скажет то, что на уровне мышления миллиардера. Получится ли у меня это практиковать или нет, это уже следующий вопрос. Поэтому я много раз консультировался с успешными людьми, много раз был на встречах, тренингах, семинарах и так далее. И я убедился, книга, она нужна. Нельзя говорить, что без книги обойдемся. Нет, книги очень нужны. Книги надо читать. Это очень важно, очень необходимо, очень нужно. Если вы прочитаете все книги об успехе, если вы возьмете, например, 100 книг прочитаете об успехе, вы начнете понимать, что 90% из них, они говорят о настрое себе и говорят о психологии успеха. Говорят о том, о вашей жизненной ценности, человечности, любить свою работу и как правильно выбрать дорогу и так далее, и так далее. А профессиональные шаги не все показывают там в книгах,
Почему? Потому что психологический настрой, внутреннее состояние, она намного важнее, чем техника. То есть получается, что состояние важнее, чем техника. Я видел людей, которые владеют техникой, но они не владеют состоянием, поэтому они сдаются. Любой успех – это прежде всего психология. Что это значит психология? Поэтому все книги об успехе написаны, по большому счету, похожие вещи, только разными фразами, каждый передает его через свой опыт и так далее. Если вы внимательно почитаете многие книги, которые написаны об успехе, они, большинство из них в чем-то не пресекают друг друга. Я имею в виду, сама нитка, она бывает разные, как дерево один, разные ветки. Вот похоже на это выглядит. Но многие из них говорят именно настрой, говорят о устойчивости, уверенности в себе, преодолении кризиса и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Именно конкретную технику вы не увидите. Например, почитайте любой книги Наполеона Хилла, почитайте любой книги Бодо Шефера, почитайте любой книги Брайан Трейси, почитайте любой из них. На 90% они будут все давать настроем. Или там Энтони Робинс, или другие. А в тренинге вы получите конкретный план действий. По окончании тренинга у вас появляется боевой план действий, который, по идее, ты можешь пойти и делать. И самое интересное в тренинге, среда, она другая. То есть получается, что у тебя такие единомышленники появляются, которые тебе помогают лучше понимать. Например, в книге, возможно, я понял по-другому. Я почитал книгу, понял по-своему, например, да? А когда... Я думаю, что я правильно понял. Я думаю, что я понял тот мысль, которую автор хочет передавать. А хотя, может быть, совсем по-другому понял. А в тренинге ты это рассуждаешь, ты это обсуждаешь вместе со своими коллегами, вместе с курсниками и так далее. И в тренинге пойдет абсолютно другой ракурс восприятия. Потому что в процессе беседы ты начнешь понимать по-другому, задаешь вопросы, получаешь ответы и так далее, и так далее. В тренинге, то есть первый плюс – это среда. Сама среда, энергетика и так далее, она отличается. Абсолютно другая. Вот эта среда, она действительно меняет вас. Это первое, что преимущество тренинга. Второе, у вас появляется план действий, конкретный план действий, который вы пойдете сразу делаете. Это очень круто помогает. Я много раз видел, что после тренинга у многих людей конкретный план действий формируется. Боевой план. Особенно после своих тренингов я даже настраиваю на то, чтобы человек писал боевой план, потом пошел домой. Третья вещь. Что происходит в тренингах? Ты получаешь те крутые мысли, те нужные мысли, которые тебе нужны. Потому что они тематичные, они конкретно тематичные. И у тебя есть обратная связь. То есть ты можешь задать вопрос и получить тот ответ, который тебе нужен. Вот это очень-очень важный, необходимый момент. Поэтому я считаю, что один тренинг могут занимать прочтение хотя бы 10, 20, иногда 50 книг. Однажды меня спросили, какую книгу надо читать. Я сказал, 1 или 2 или 5 книг изменит твою жизнь. Иногда, когда мне люди говорят, что Давлат, расскажите одну книгу, которая изменяет жизнь, я говорю, ты знаешь, одна книга чуть-чуть тебе вдохновляет. Одна книга, может быть, чуть-чуть тебе меняет твою точку зрения. Или один тренинг. Возможно, чуть-чуть изменяет твой подход к жизни. Одна книга или один тренинг никогда 100% возможно не изменит твою жизнь. Но 100 книг точно изменит. 100 книг конкретно изменит твою жизнь. Я это точно могу уверенно, гарантированно сказать. А 1000 часов учебы в тренингах кардинально изменяет тебя. Всего лишь 300 часов учебы в тренингах, 300 часов учебы в тренингах, могу уверенно сказать, что у вас формируется мышление миллионера. Всего лишь 300 часов учебы. Надо выдержать 300 часов учебы. Первые 300 часов учебы очень сложно пройти. Потому что вы ожидаете чуда. Вот посещали несколько часов тренинг, 4 часа, 5 часов, 7 часов, и вы ожидаете, что должно быть сразу какой-то результат. Извините, так не бывает. Посещая 1, 2, 3 тренинга, вы сразу не увидите больших результатов. Почему? Потому что идет работа в подсознательном уровне, на уровне впитывать надо. Ты должен быть готов к этому.
И это реально время надо. Семена попадают как в виде мысли в твоей голове. Семена. Но это семена пока вырастает, время надо. Нужно время. Нужно продолжать. Повторяю, 300 часов учеба, именно об успехе, о деньгах и так далее, у вас формирует мышление чемпиона, мышление миллионера. Это начало только. А если 1000 часов учебы, да вы достигаете величайшие успехи. Никому не секрет. Уже давным-давно доказано, что 10 000 тренировок в одном направлении, ты станешь мастером мирового уровня. Это уже давным-давно доказано. 10 000 часов тренировка в одном направлении, ты станешь мастером в этом направлении. Неважно какой. Это спорт, это там инженерия, это там технология, это архитектура, или там это музыка, или неважно какое направление, вы станете чемпионом. Однозначно так. Это уже проверено. Это давным-давно проверено. Поэтому мой совет к вам, если вы действительно хотите, чтобы реально принести в свою жизнь чудо, принести в свою жизнь реальные изменения, пожалуйста, объединяйте книги и чтение, то есть тренинги, книги и тренинги. Но помните, что один тренинг занимает место десятка, двадцатка, иногда 100 книг. Это правда. Потому что после тренинга у тебя есть больше возможности делать энергетически, высокий уровень энергетики у тебя. Это правда. Поэтому надо делать и то, и то. Я считаю, что книга является как раз инструментом промежутки посещения тренинга. Книга как раз есть продолжение тренинга. Я так считаю. Или подготовка сознания к тренингу, либо продолжение тренинга. Книга должна быть именно в таком формате. То есть она является как продолжение тренинга, чтобы ваше сознание не остывало. Что такое не остывало? Внимание обратите. Например, если вы возьмете воду, налейте в чайник, включите на электричество. Что произойдет, когда вы налейте воду, включите электричество? Она начнет кипеть. Согласны? Она начнет кипеть. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Она начнет кипеть. Итог, что произойдет потом? Вот. Потом произойдет такая вещь. Вода начнет кипеть и начнет испаряться. Вода начнет кипеть и начнет испаряться. Правильно? Теперь внимание. Но если вы до 100 градусов дадите, только тогда испаряется вода. Так? А если вы давали 20 градусов или 50 градусов, то есть вода чуть-чуть теплее стала, но еще не успел кипеть, вы его отключили. Что произойдет? Она обратно остывает. А когда второй раз вы включите это чайник на электричество, вода начинает продолжать с того места, где остановился, или с нуля. Вода начинает набирать температуру обратно с нуля. Понимаете, да? Обратно с нуля подниматься. Представьте, что второй раз вы давали 60 градусов, опять отключили электричество. Обратно вода остывает. Так? Потом заново придется с нуля начинать. Вот так делают много людей, и так и кипяток никогда не получают. Я образно говорю. Образно. Теперь это привезите на уровень сознания. На уровень вашей мудрости сознания. Это означает, что если вы посещали один тренинг, возможно, вы на 20 градусов сознания своего подготовили, но потом вы перестали ходить на тренингах, обратно сознание остывает. И через некоторое время среда опять вытащит вас назад к себе. Среда опять влияет на вас. Среда, повседневная суета и так далее, и так далее. Забирает у вас огромную энергию, умственную энергию. И потом, через некоторое время, вы опять подключились. Опять вы начнете с нуля, получается. До какой-то уровня дошли 30-40 градусов сознания. Обратно прекращали ходить на тренинг. Обратно падаете вниз. Ваше сознание теряет форму. Как спортсмен, который перестанет тренироваться, теряет форму. И каждый раз придется с нуля потом начинать. Уловили? Да, какая-то база остается, какой-то фундамент, но придется все равно заново с нуля придется начинать. И что я понял, поскольку уже скоро 22-23 года работаю с людьми и так далее, вот что я понял. Тренинги надо посещать беспрерывно, а промежутками каждый день 1 час хотя бы минимум читать книги. Если вы 1 час каждый день читаете книги промежутками, ваше сознание вы держите на том же уровне согревший. И когда второй раз тренинг посещаете, вы еще растете быстрее. 3-й раз посещаете тренинг, еще растете быстрее. И так далее. Когда ваше сознание дойдет до уровня, типа, скажем, уровень осознания,
уровень осознания, это похоже, как вода кипит. Если, скажем, вода кипит, меняет свою форму, превращается в пар. Но это пар двигает локомотив. Имеет огромную мощь, огромную силу. Например, если вода... Я провожу параллельные аналогии, видите? Вода, когда кипит, двигает локомотив, потому что становятся очень сильными. То есть то же самое происходит с вашим сознанием. Когда ваше сознание достигает уровня осознанности, знаете, что произойдет? Уничтожит страх, уничтожит лень, уничтожит сомнения. Да у вас в голове просто не появится отрицательные мысли. В голове у вас вообще не появляется что-то. Вот у вас есть цель, вы знаете, что его надо реализовать. Вы будете бороться, чтобы его реализовать. А все остальное, все мимо уйдет. Вы забудете про все остальное. Потому что цель становится для вас, достижение цели становится для вас важнее, чем чего-либо. Потому что в центре вашего внимания занимает цель. А все остальное потом. А все остальное не имеет значения уже, когда для касается цели. Вы будете всегда выбирать цель. Потому что ваше сознание дошло до уровня осознания. Зачем тебе это надо? Осознанно человек начнет это делать. Когда сознание дошло до уровня осознания, это крутой уровень, супер уровень. Даже если не получается, ты не сдаешься никогда. 1000 раз, если ты попытаешься, не получается, ты 1001 раз будешь делать. Потому что ты знаешь, зачем ты это делаешь. Ради чего ты это делаешь. Вот в чем секрет, ребята. Поэтому доведите свое сознание до уровня осознанности, чтобы ваши цели укрепились в вашем сознании так глубоко, чтобы вы без них не могли жить. Чтобы вы понимали, что это является частью вашей жизни. И сам процесс достижения цели делает вас счастливыми. Счастье, это что такое счастье? Это когда вы ставите перед собой какие-то цели, вы достигаете его. Это когда вы сделаете свою жизнь интересным, насыщенным, богатым, радостным, необычным. Вот это все наполняет ваше счастье день за днем, день за днем, день за днем, разнообразным. Да, будут боль, будут радость, будут смех, будут слезы, но они нужны. Это все вместе наполняет вас день за днем. Вот это круто изменяет судьбу. Навсегда изменяет. Поэтому счастье это не то, что вы головокружительная любовь, безумие и так далее. Нет. И по чуть-чуть цели, которые вы достигаете каждый день, они наполняют вас состоянием счастья. Вы будете уверены в себе, и это жизнь выглядит легким, жизнь выглядит необычным, интересным. Достигая одну цель, покоряя одну вершину, ты стремишься к второму, к третьему, четвертому. И вот это рост, развитие внутри развивается, и ты станешь сильнее, 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 сильнее. А потом делишься то, что у тебя есть. Ты наполняешь себя и делишься другим, окружающим, как кто тебя окружает и так далее. Мечты, которые реализуются, цели, которые достигаются, делают человека счастливыми. И только в конце концов это все делает вас более счастливыми. Вот так это происходит. Вот так, дорогие мои. Поэтому доведите свое сознание до уровня максимального осознания. Это очень хорошо работает. Значит, тренинги дают вам больший рост, а книги держат вас, чтобы вы не падали вниз. Поэтому объедините оба механизма, чтобы посещайте чаще тренинги и прочитайте побольше книг. Я прочитал журнал Forbes, что чтобы держаться на том уровне, который сегодня есть, надо прочитать в год хотя бы 64 книг. Потому что мир очень быстро меняется, и нам надо измениться. А представьте, чтобы держаться на этом уровне, надо читать, то есть, чтобы занимать тот же пост, который вы сейчас занимаете, тот же социальный уровень, который у вас есть, тот же уровень дохода, который сейчас имеете, если вы средний успешный или успешный человек, или средний менеджер, чтобы удержаться на этом уровне, нужно читать 64 книги в год. И в этом журнале было написано так, что люди, которые годовой доход более $1 миллион, читают 92 книги в год. С того момента, это было 5 лет назад, я прочитал этот журнал Forbes, с того момента я поставил перед собой цель в год читать 100 книг. Правда, не всегда получается. Но что-то получается, что-то не всегда получается. Но слава Богу, к этому я стремлюсь. Это очень хорошо помогает.
Я потом сидел, думал, интересно, зачем надо читать так много книг? И когда прочитал несколько книг, много, и до меня дошло, необычная вещь, до меня дошло действительно, что оказывается 99% мыслей, которые у нас в голове, это вчерашние мысли. Поскольку 99% нашей мысли это вчерашние мысли, получается так, что наши мысли создают нашу реальность. Если у меня в голове 99% это вчерашние мысли, поэтому моя жизнь остается как вчера, похожа как вчера. Сегодня похоже как вчера похоже как после вечера, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мало изменений в нашей жизни. Я тогда думал, ух ты, а книги что делают? Книги как раз обновляют наше сознание, как перезагрузка телефона. Как знаете что, закладывают новые мысли. Книги как раз постоянно закладывают новые мысли. А новые мысли создадут новую жизнь. И внимание обратите, новые мысли, в итоге появится новая жизнь. У вас жизнь станет абсолютно другой. У вас появится абсолютно новая жизнь. Вот так, как вы мечтали, появится, это правда. Вот так работает. Очень круто, очень здорово, но так работает. У вас появляется новая жизнь. Поэтому тренинги, книги являются хороший фундамент для умного человека, для человека, который хочет расти, для человека, который хочет добиться больших результатов. Так что посещайте много тренингов. Заново повторю эту идею. Помните, если 99% нашей мысли вчерашние мысли, наши жизни могут продолжаться, оставаться таким. А чтобы его изменить, нужны постоянно новые мысли. Закладывайте у себя в голове новые мысли. А чтобы новые мысли были, новый план, новая стратегия, это постоянное посещение тренингов, постоянное чтение книг. Заново повторю, для того, чтобы закрепилось у вас в голове. Одна книга не изменит вашу жизнь, 100 книг точно изменит. Один тренинг, может быть, чуть-чуть изменит ваш выбор, ваш взгляд, ваше мнение, ваша точка зрения, ваши убеждения. Но поверьте моим словам, 1000 часов учебы о тренингах круто изменит вас, делает вас чемпионами. Продолжайте. Я верю в том, что учеба длительный период творит чудеса. Я повторю. Я верю в том, что учеба длительный период, работа над собой длительный период, это реально творит чудеса. Чудо – это не когда Дед Мороз привозит вам подарок. Чудо – это не то, что когда вы сидите, лежите дома и думаете, что что-то меняется. Чудо – это когда вы станете способным человеком, который изменяет свою жизнь. Чудо – это когда вы станете человеком, который качество свою жизнь меняете в лучшую сторону. Наша судьба определена, сколько лет мы будем жить. Кому-то дано 100 лет, кому-то 20 лет, кому-то 30, кому-то 40, кому-то 50. Годы своей жизни, возможно, мы не изменим, потому что Богом определено, так говорит религия. А я верю, что написано в священных книгах. Поэтому мы не можем изменить с вами годы своей жизни. Если суждено вам 50 лет жить, значит вы 50 будете жить. Если суждено 100 лет, вы можете 100 лет жить. Но качество свою жизнь изменить вы точно можете. Качество своей жизни можно изменить. Любой человек способен изменить качество своей жизни. То есть можно жить 50 лет, но плохую жизнь прожить. Можно жить 100 лет, но плохую жизнь прожить. Некачественную, в нужде, в трудности. А можно прожить его прекрасной жизнью. Романтичной жизнью, вдохновляющей, интересной, необычной и так далее. Видите, это все большая разница имеет. Очень большая разница. Поэтому, дорогие мои, вот так. Вот этим отличается книга от тренинга. Поэтому, мой искренний совет вам, используйте и то, и то. Если вы хотите стать чемпионом. Только так можно стать сильным чемпионом. Чем отличается книга от тренинги? Возможно, у вас был опыт, возможно, вы посещали в тренингах, можно сказать, вы читали книги, и это, возможно, вы заметили. То это вещь, которую я сейчас только что рассказывал. Вот, поэтому, повторю еще раз, наш мозг – это похожий огород. Наш мозг – это похожий огород. Огород, если вы не сажаете нужные, скажем, внимание обратите, если огород вы не сажаете нужные, скажем, овощи, фрукты или что-то-нибудь, то, что вы хотите, автоматом огород заполняется
сорняки, всякие дикие трава и так далее, и так далее. И самое интересное, что эта дикая трава, они более живущие, чем то, что вы сажаете. Эти дикие трава нам бесполезны, но они более живущие. Они более сильные, понимаете? И мне интересно, вот я постоянно думаю, интересно, да? Вот им никто не поливает, они все равно растут. А то, что чтобы получать урожай из того, что мы сажаем, придется очень много пахать и трудиться придется. Понимаете, да? Придется нам очень-очень много работать, чтобы получать урожай. Я прихожу к пониманию, что сознание человека похоже, аналогично Земли. Аналогично действительно Земли. То есть хорошее, чтобы получать от него, надо много и беспрерывно ухаживать за тот знание, которое у тебя есть, за тех, чтобы хорошие способности у вас развивались, хорошие навыки развивались, хорошие черты характера формировалась. Придется беспрерывно работать над собой. Беспрерывно придется работать. Понимаете? А если вы перестанете работать над собой, плохое очень быстро у вас растут. Например, лень очень быстро растут. Месяц ничего не делаете, вы такой лентяй станете потом, что тяжело будет преодолеть это лень. Страх очень быстро развивается. Очень-очень быстро развивается страх. Вы даже не заметите, как быстро, очень быстро развивается это страх. Страх это такая вещь. Вы не заметите, как, понимаете, неудачи накапливаются один за других. Это так. Поэтому вам надо это понимать, ребята, дорогие мои. Это надо осознавать. Если вы откладываете на потом, что-то откладываете на потом, вы знаете, ваше промедление очень растет. Очень быстро растет. Слабости человека, его отрицательные черты характера, отрицательные привычки, они быстро растут. Понимаете, легко появляется в человеке, в его сознании эти вещи, но с ними трудно жить. Формула, которую я понял, она такова. Делай то, что надо. Научись делать то, что надо. Даже если тебе тяжело, даже если тебе трудно, но вдохновляй себя, мотивируй себя, заставляй себя, делай то, что надо. Даже если тебе не нравится, зато жизнь становится легкой. Я повторяю, делайте то, что надо, жизнь становится легкой. Хорошие привычки, они, хороший образ жизни, хорошие привычки, внимание, хорошие привычки, хороший характер трудно формировать, но с ним легче жить. А плохие привычки легко формировать, но с ним очень тяжело жить. Формируем так, делай то, что надо, даже если тебе тяжело и трудно, зато жизнь становится легкой. А делать то, что легко, жизнь становится сложной. То, что легко удается, она делает жизнь человека очень сложными. Очень сложными. Поэтому то, что само собой происходит, знаете, месяц ничего не делай, само собой лентяем станешь. И так далее. Понимаете, да? Вот такая картина. Поэтому делай то, что надо. Жизнь становится легкой. Делай то, что легко. Жизнь становится сложной. Делай то, что надо, так что будь дисциплинирован. Я прихожу к пониманию, что почему все религии настаивают, чтобы, например, христианство говорит, что утром, вечером молись. Мусульмане говорят, 5 раз молись и так далее. Это не просто так. Не только это речь о молитве, ребята. Речь о дисциплине, о управлении собой, очищении себя и так далее, и так далее. И это надо делать постоянно. Господь любит длительное служение. Если вы один раз делаете, потом не делаете, а в эту неделю делаете, потом не делаете, вы вы не станете духовным человеком. Вы так никогда не станете ближе к Богу. Никогда. Один раз делать, потом бросать. Один раз делать, потом так, отказать. Далеко не пойдешь с этим. Понимаете? Далеко не пойдешь с этим. Вот она скрыт в чем. Потому что Всевышний любит длительное служение. А вот в этом как раз заложен секрет и успеха, и много чего, понимаете? В этом заложен длительное служение, длительная работа над собой, длительный период учеба. Вы улавливаете, да? Насколько все это вместе. Вот это подсказка, которую сам Всевышний через эту методику
доносит до человека, что если ты эту методику используешь и практикуешь во всей сфере своей жизни. Например, в сфере духовности, в виде молитвы, мы делаем так, чтобы стать лучшим человеком, чтобы быть ближе к Богу и так далее. А в сфере профессиональной то же самое. В сфере здоровья то же самое. Хочешь стать чемпионом, высокой дисциплины надо иметь. Во всей сфере своей жизни эту подход, модель используйте. Эта модель очень... Это тот модель. Лучше это не бывает, ребята. Лучше Бога, лучше Аллаха. Никто же не могут придумать. Он же подсказка направил. Вот возьми это и практикуй. Вот. Поэтому, дорогие мои, учеба длительный период творит чудеса. Я убежден в этом. Даже самый медленный человек, понимаете, даже самый медленный человек, даже самый человек, который многого еще не добился, если эту методику делать для себя правила, он однозначно добивается успеха. Гарантированно достигает успеха. Я повторяю еще раз. Одна книга, может быть, немного не изменит вашей жизни. Изменит ваш взгляд, изменит ваш подход к жизни, ваше мировоззрение чуть-чуть. Но 100 книг изменит вашу жизнь. Один тренинг, может быть, вам даст какой-то толчок к тому, что вы что-то начали делать. Но 1000 часов тренинг сделает вас великим человеком. Поверьте, это правда. Рекомендуйте мои книги, наши тренинги, потому что они нужны людям. Только тем людям рекомендуйте, кому вы видите, что они реально помогают. К вашим услугам бизнес-наставник из Востока.